Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для раков. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Это основная карта месяца. Это начало, середина, окончание месяца. Так. Вот так, не глядя, да? 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы, карта здоровья и карта итога. Итак, у нас картой месяца для раков стала карта женщины. То есть какую-то решающую роль будет играть женщина, которая имеет на вас влияние. Если вы устраиваетесь на работу, может быть, будет женщина-руководитель, которая как-то вас продвинет, вам поможет. А если вы занимаетесь там домом, семьей, да, то значит, опять же, либо вы, если вы женщина, да, смотрите этот расклад, либо на вас вся ответственность, вы все организуете, либо это люди, которые могут вам в этом помочь. В общем, все, что касается женщины и женского там, проявления, интуиции, да, красоты, все это будет очень важно для раков в этом месяце. Может быть, почувствовать себя, почувствовать, что мы действительно хотим на самом деле. Может быть, создать вокруг себя красоту, уют. Может быть, поехать куда-то отдохнуть, потому что женщина здесь у нас на природе, гуляет по полю, собирает цветы, да, в таком умиротворенном состоянии. Может быть, нужно отдохнуть, побыть, может быть, в одиночестве, почувствовать себя хорошенечко. Может быть, позаботиться о том, чтобы понять, чего мы действительно хотим, подумать о будущем, какие-то планы заложить, очень важные для нас. А также это карта эмоций и чувств, то есть обратить внимание на свои чувства. Может быть, мы их зажимаем в угоду другим людям. Также это карта романтических разных влечений, впечатлений и так далее. Да? То есть, может быть, нам что-то или кто-то очень сильно нравится, и вот мы можем этому уделять большое внимание в этом месяце. В начале месяца выпадает карта птицы. Здесь 3 птицы, которые символизируют общение, да, общение между людьми близкого круга, это работа в коллективе, когда мы много общаемся между собой, когда у нас много клиентов, много звонков, обмен мнениями, беседы, встречи и так далее. Может быть, это какой-то важный момент для переговоров, да, вы можете договориться в начале месяца о чем-то важном. Также это карта свидания, дружбы, да, то есть это может быть не один человек, с кем вы знакомитесь, а несколько, и можете подружиться с несколькими людьми сразу. Также карта очень часто показывает распродажу, да, может быть, вы что-то купите очень важное для вас, но дешевле, да, чем вы рассчитывали. Может быть, это как раз касается внешности, да, допустим, одежду на сезон купите гораздо дешевле, чем планировали. Теперь середина месяца, здесь карта гроб. Окончание чего-то очень-очень долго тянущегося, да, может быть, были какие-то сложности, может быть, были какие-то трудности, вот, можно с этим прекрасно попрощаться. Если кто-то вас обижал, если у вас у самих какие-то вредные привычки, или, может быть, допустим, болезнь была, все это провожаем и радуемся тому, что освободились от того, что не нужно. Также карта говорит о том, что перемены могут быть очень большие в середине этого месяца. Давайте посмотрим, что же имеется в виду здесь, да, какого рода перемены здесь у нас будут, какого рода трансформации. Карта метла. Ну, вообще, если, допустим, в житейском плане говорить, неплохо бы выбросить старые вещи какие-то, почистить пространство свое, дом, да. В общем, все, что не нужно, отправить из своей жизни, это позволит вам почувствовать себя лучше и в каких-то других вопросах. А также карта может говорить о том, что то, что вас там раздражало, может быть, кто-то с вами как-то грубо обращался, может быть, какие-то отрицательные эмоции у вас были, переживания, да, может быть,
какая-то ситуация, которая вообще вас не оставляла в покое, все, наконец-то это все заканчивается. И в окончании месяца карта крысы выпадает. Крысы это не мыши, да, мыши это мелкие неприятности, крысы это покрупнее. Что здесь может быть? Может быть, кто-то может воспользоваться, допустим, вашей добротой, да, или тем, что вы зачем-то не проследили, или какую-то лишнюю информацию высказали, да. Все-таки вот эта семерка, она говорит о взаимодействии между людьми, то есть потери могут быть именно в отношениях. Нужно обязательно понимать, кто нам нужен, какой человек рядом, да, или какие люди, чего мы сами хотим, чтобы вот не терять энергию, не терять силы, не уставать сильно, не подставляться под какие-то неправильные отношения. Нужно очень хорошо себя понимать. Тогда вот этих потерь можно избежать. Давайте посмотрим. Вот смотрите, потери почему могут быть? Если мы не захотим отказаться от того, что уже давно надо отпустить. Это может касаться работы, это может касаться отношений. Да? Мы не хотим отпустить, хотя время пришло. Мы готовы там мучиться, страдать, но держимся за это. Из-за этого вот у нас такие потери. Может быть потеря и в здоровье, может быть потеря и в деятельности, да, может быть, в общем, и в доме могут быть потери. Просто из-за того, что мы вот как бы по наезженной дороге, по наезженному пути идем и не хотим ничего менять. Так, а если мы все-таки здесь все сделаем правильно, ну тогда мы можем в своих интересах повернуть эту ситуацию. То есть тогда получается, что вот эта карта говорит о том, что вы сами можете выгоду приобрести там, где могли потерять. То есть здесь нужно просто быть человеком гибким, да, и думать о своих интересах, не быть жертвой, скажем так. А теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта письмо. Можете познакомиться там через интернет, по переписке. В общем, карта, которая говорит о том, что ваше знакомство может быть связано с письмом, с бумагами, да, с какими-то, может быть, оформлением документов, заключением сделок. В общем, там, где вы пишете, читаете, подписываете что-то, оплатите что-то. Вот это все те места, где вы можете познакомиться. Для тех, кто в паре. Карта кольцо. Кольцо какое-то старинное здесь, да. Вообще кольцо это всегда очень хорошая карта, которая говорит о том, что либо это будет какая-то связь у вас, может быть, более прочная. Ну, допустим, вместе жили, теперь брак, да, или, может быть, какой-то цикл в вашей жизни совместно начинается, ну, допустим, ребенок, может быть, появится, или, может быть, вы на новое место переедете, или еще что-то такое очень важное происходит в вашей жизни, когда вот что-то потом надолго, да. Также эта карта говорит и о подарках, о покупках, о каких-то сделках очень важных, о предложениях, о помолвках. Также карта единения, то есть если у вас были какие-то сложности с партнером, вас вот этот месяц может объединить, может быть, потому что вот какие-то сложности будут, трудности, да, это вас может объединить. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта лилии. Лилии тут тигровые, то есть довольно-таки агрессивные, да, то есть карта говорит о том, что, может быть, нужно даже за себя постоять, и, может быть, не нужно соглашаться на все, что ваш партнер предлагает, да, на все претензии, которые он вам выдвигает. Может быть, немножко нужно как бы позащищать свои права. Может быть, тогда он даже больше вас уважает, и есть возможность именно помириться. То есть вам нужно как-то сосредоточиться на себе и на своих правах. Тогда есть возможность того, что человек к вам с уважением отнесется, к вашим интересам. Для работы выпадает карта креста для тех, кто в поисках, да, то есть, ну, наконец-то заканчивается период безработицы, и вы можете наконец-то получить работу. Но работа, скорее всего, будет нелегкая, будет много, скорее всего, трудностей и в общении, и в самой работе, да, может быть, придется многому учиться, потому что здесь у нас работа как тяжелый крест, скажем так, да. Ну, возможно, это время такое просто пришло, вы потом можете просто поменять ее, но сейчас, видимо, для вас она очень даже нужна, поможет в будущем.
поможет в чем-то разобраться. Может быть, кстати, это будет начало вашего пути какого-то нового, да? Может быть, это ваше предназначение, которое вы научитесь исполнять благодаря этой работе. Для тех, у кого есть работа, карта собака. Но здесь взаимопомощь, здесь партнерство, здесь заключение разных сделок, договоренности, дипломатия. В принципе, все хорошо, да, вас понимают, вы всех понимаете. И, в принципе, вам интересно работать, вам нравится то, что вы можете кому-то помочь благодаря своей работе, здесь все в порядке. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта клевер. Но клевер здесь не тот, который растет в траве, да, вот на земле, а клевер уже, который собрали в корзину. А это значит, что будут какие-то результаты очень важные у вас, как итог какой-то деятельности, какой-то сделки, может быть, договоренности какой-то. То есть то, что вы делали раньше, оно наконец-то пришло к вам удачей такой. Теперь финансы посмотрим. Так, финансы. Вот так. Для тех, кто на зарплате у нас. Карта змеи выпадает. И здесь, смотрите, змея на просторе. Змея в отсутствии других людей. Да? То есть от вас лично зависят ваши финансы. Может быть, нужно как-то проявить себя, свои таланты, свои способности, свою истинную сущность для того, чтобы хорошенечко зарабатывать. Но также карта говорит о том, что вы можете зарабатывать интеллектуальной деятельностью, вы можете зарабатывать, может быть, решением каких-то конфликтов, да. Вот, скорее всего, это как дополнительная какая-то у вас финансовая возможность, и вы можете это в себе открыть. А также карта змеи говорит о том, что могут быть трудности с деньгами. Может быть, кто-то захочет вас на деньги обмануть, и на это тоже нужно обращать внимание. Либо, знаете, может быть, вы сами будете как-то агрессивно себя вести, как бы защищать свои деньги, да? Может непредсказуемая ситуация быть с финансами. Вот в любом случае нужно быть готовыми, да, к тому, что о финансах нужно позаботиться в этом месяце. Для тех, у кого свое дело, кто зарабатывает своим делом, карта сад. Карта говорит о том, что та сфера финансов, которой вы сейчас находитесь или которую планируете осваивать, она у вас в таком запущенном состоянии, да, либо не хватает знаний по финансам, либо не освоенный рынок, либо вы еще не знаете вот это направление, как там лучше зарабатывать, и вы как бы тут на ощупь действуете, да. В любом случае здесь огромный потенциал заложен для вас. Пока что, даже если вы зарабатываете мало из-за ситуации в стране, может быть, да, или из-за того, что вы еще плохо разбираетесь в этом направлении, вы знаете, что там огромный потенциал, хотя в этом месяце, может быть, не так уж много будет у вас и финансов. Для здоровья выпадает карта крест. Карта очень такая светлая, да, это крест, который дублируется на небесах, то есть какая-то будет удача, помощь Вселенной в выздоровлении, если вы болеете. Причем, смотрите, здесь крест стоит у истока родника, то есть родник – это эмоция, чистая вода, это любовь, которая связывает нас там со всем, с родственниками, с людьми, с тем делом, которым мы занимаемся, да, вот именно наши эмоции, чувства должны быть очищены, и для того, чтобы здоровье было хорошим, да, нужно обратить внимание на, может быть, память какую-то, да, о каких-то плохих событиях, ее желательно почистить. Может быть, тут надо пересмотреть какие-то свои отношения с близкими людьми и так далее. То есть вот как бы немножко так почистить все нужно будет для того, чтобы было здоровье хорошее. И итог этого месяца выпадает карта ключ. Замечательная карта. Ключ какой-то старинный такой, да, скорее всего, для этого должна быть какая-то особенная дверь. Ключ здесь один, да, и он может как бы подойти именно к той двери, которая вам нужна, да, той двери, которую вы ищете. Карта ключа очень хорошая карта, которая говорит о решении всех сложнейших, труднейших ситуаций.
То есть вы можете действительно разобраться с любой ситуацией, которая вот для вас является ключевой, главной, да. И также может открыться новый источник финансов, может открыться возможность новой работы, покупки жилья, встречи с новым человеком. И вот в конце месяца вы как раз решите вот эту главную проблему, которая для вас самая такая вот важная. Друзья, желаю всем замечательного сентября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!